В роду по отцовской линии дедушка был кузнецом. Видимо, оттуда есть привязанность к тому, что вот к искусству. Вот. И с детства всегда мне нравилось что-то делать самому, какие-то игрушки, какие-то поделки. Вот, видимо, отец заметил за мной это тоже и отвез к мастеру крымско-татарской нашей филиграни Кайдара Гасанову. Мне очень понравились эти мелкие детальки, которые пояса национальные наши. Вот, что же оно такое мелкое, все ажурное, красивое. Ну, она отличается от других филиграней, именно вот крымско-татарская. Отличается техникой выполнения, отличается узорами. Каждый элемент что-то означает, о чем-то говорит. Когда делаешь уже человеку, примерно подделываешь под него, под его характер, там, под его внешность. Когда уже время подходило к окончанию школы, и уже задумались о дальнейшем обучении, вот, и после школы уже поступили во Львовскую академию искусств на кафедру металла. В основном нравится работать с серебром, оно потому что более пластичное, более мягкий материал, удобнее им работать, легче. Ну, бывает, делаем заказы из меди, из мельхиора. Мне помогает усидчивость, сосредоточенность, видение того, что хочешь ты сделать. Чувствовать металл надо, где как правильно согнуть, где как правильно сделать. Ну, ко всему надо чувство иметь, чтобы когда ты делаешь работу, чтобы она была от души сделанная, с хорошей энергетикой. Подходишь с творческой стороны, да, к любому даже, ну, к любому делу, что бы ни делал, там, уже задумываешься, чтобы было красиво, эстетично и как бы соответствовало там, да, грубо, композиция, чтобы была красивая. Для меня все процессы очень интересны, начиная от эскиза, взвешивания и плавки. Сейчас мы плавим металл, и как он будет расплавлен, мы будем заливать его в форму. Создается сначала эскиз, да, потом уже начинаешь продумывать практичность этой вещи, да, наверное. Вот, чтобы не главное же была красота, надо же, чтобы была и функциональность, чтобы там, когда те же там серьги, или тоже колье, или браслет, когда носишь, чтобы было и качество, чтобы оно правильно работало, было, ну, там, не сломалось там через неделю, через две, через месяц, чтобы была практичность. И вот, ну, это все продумываешь, когда заготавливаешь материал, думаешь об этом, как правильно его сделать, как правильно согнуть. Когда подходишь к инструментам, уже с удовольствием делаешь созданный эскиз. Ну, нравится мне этим делом заниматься. С утра встаешь и думаешь, как бы быстрее попасть в мастерскую. Когда работаю, если еще и интересный заказ, я полностью погружаюсь в это дело, я как бы не работаю, а отдыхаю. Занятие этим делом меня вызывает чувство гордости, что я продолжаю возрождать нашу технику крымско-татарскую филигрань. Хотелось бы, конечно, чтобы было пару учеников, кому можно было это передать тоже, чтобы это не забывалось. Семья поддерживает меня, то, что я занимаюсь крымско-татарским нашим ремеслом. Жена иногда помогает мне тоже в моем деле. Дети тоже, сын уже подрастает, тоже бывает, заходит в мастерскую, тоже смотрит, как я что-то делаю. Тоже интересуется, видимо, пойдет по стопам, будем надеяться, и будет дальше продолжать наше ремесло.
Когда учились, были предложения остаться нам во Львове, там работать, но все равно было желание вернуться в Крым, наш родной, и продолжить филигрань, ювелирное наше дело здесь, в Крыму, на своей родине, продолжить дело наших предков, чтобы это было не забытым, чтобы это продолжалось все. Я горжусь тем, что связал свою жизнь с ремеслом наших предков и имею возможность возрождать ее у себя на родине, в Крыму.